километра провода. Ну и светильники. В основном ставим сейчас светодиодные. Вот здесь как всегда работа проводится, я вижу, что здесь деревянные, а ставят... Наехали тут! Здесь мы проводим работу по осуществлению программы «Светлая столица». Хатасы, вот сегодня как бы у нас заключительный день, доставили последние светильники. Сейчас минут через 5 будет пробное выключение этого участка. В рамках программы «Светлая столица» вот уже какой этап пройден? Это уже заключительный или как? У нас, значит, 9 объектов по пригородам и 4 объекта по городу. Значит, по пригородам у нас осталось в Магане поставить светильники 19 штук и в Тулугинах около 20. И по городу это делаем 50 лет Советской армии от тех участка в сторону паромной переправы. Там где-то около 58 опор будет стоять. Светильники сейчас как бы у нас применяются светодиодные. Ну, выбираем, стараемся выбрать те, которые оправдали себе по надежности. Там пишется, они должны быть 25 лет работать, но на самом деле работает меньше. Ну и они разные по мощности, в зависимости от нормирования освещенности дороги, где машин меньше, там у нас 90-ваттные, а где, например, здесь в Каландрашвили, здесь 160 ставим. А они включаются как-то по датчикам или же? Ну, здесь пока включается от света фотореле, которое меряет освещенность. И вот сейчас пробное включение. Освещение, конечно, было очень слабое. Освещение было, но очень слабое было. В некоторых местах вообще освещения не было. И, конечно, люди жаловались. И вот, наконец-то, у нас появилось уличное освещение вот в таких улицах, где вообще не было освещения. Люди, конечно, рады. Проделана очень большая работа. Ну, она еще не завершена, конечно. До конца года планируется еще подключение уличного освещения. Вчера подключили часть улицы Каландрашвили. Сегодня, вот, как видите, работы продолжаются. А также вчера подключили улицы Шараборина и Петрова. Кроме этого, у нас в планах подключение улицы Аюнского от Совхозной до улицы Николаева. А также до поворота села Хатаса от поста ГАИ. И еще у нас в этом году подключили к уличному освещению остановку Воинская. Это при въезде в село Хатасы. В общей сложности протяженность уличного освещения составила более 4 километров. Как мы это долго ждали, сколько было правительственных этих мэрий, собраний, сколько мы тут и ругались, и просили. Ну, конечно, вот сегодня такая радость. И первым снегом, и первым освещением. Все светло, даже видно, свет у нас идет даже до острова. Сколько лет ждали, получается, нормальное освещение? Ну, конечно, нормальное освещение. Я еще школу закончила, в Хатоне 2 года работали. Сколько моих этих одноклассниц здесь работают. Все темнота была. Сейчас у нас, сколько нам сейчас? 65 лет. Посчитайте сами, сколько это идет. Эта дорога у нас идет прямо же в комплекс. Наша гордость, Багарах. И там все доярки с 5 часов уходят утром на работу. Конечно, темно было. Собаки тут. И сегодня, конечно, мы очень рады.